Так, друзья, всех приветствую. У нас сегодня такая маленькая проблема. Даже не проблема, а ситуация, которую может сталкиваться каждый. У нас ржавчина, у нас автомобиль 2114. Ржавчина, как вы все знаете, это очень плачевно. И сейчас будем его, как бы сказать, закрывать, клеить или заклеивать. Самым легким способом, как вы видите, уже у нас здесь все это делано. Ну, сейчас будем делать вот здесь. Так, что для этого нам надо? Так, это обычный мазут 2-килограммовый. Оно вам полностью хватит на эту дырку. И каток. И вот такая шумоизоляция. Ну, для придачи и это. Ну, кому как. Так, в первую очередь надо почистить. Пытайтесь это делать очень четко, и чтобы никаких там ничего не оставалось. Это будет и для клеивания очень будет хорошо. Наверное, у многих такая ситуация. Это видео, надеюсь, всем поможет. Так, второй пункт. Берем мазут, как мы показывали. Берем мазут и мажем. Мажем те участки, где ржавчина, и пытайтесь не жалеть. Мазут сам по себе очень сухой, так что советуем перемешивать его с бензином. И мажьте везде, даже там, где нет ржавчины. Это очень помогает машине сохранять его былую форму. Когда мажете, такой эксклюзивный запах получится. Ну, наверное, все знают запах мазута. Токсикоманам привет, если кто такой любит, а кому кто что заходит. Так, в-третьих, берем шумоизоляцию, как видите. Так, убираем наклейку там. И аккуратным движением руки начинаем его поставлять, наклеивать. И проходим по нему катком. И все это мы делаем в домашних условиях. Все будет сейчас феноменально и капитально. Пытайтесь тщательно нажимать, чтобы не оставалось никаких там пропущенных мест. Где может образоваться ржавчина, и там мы можем тоже мазутиком пройтись. Так, сверху мы сделали, как вы знаете. Теперь проходим снизу. Ну, как видите, железная щетка у нас никак там не убирает, но нам надо эту область почистить. Так что берем нож и начинаем там все чистить. Надо хорошенько почистить, это обязательно, чтобы эту грязь все убрать. Так, после того, как прошлись с ножом, надо пройтись железной щеткой.
Надо хорошенько почистить это все, чтобы клей брался очень легко и просто. Почистили, размер взяли, теперь мажем мазут на те проблемные участки, куда надо. Ну, мазутом можно пройтись по всему даже. Это, ну, мазут не повредит, так что делаем, не жалеем. Стоит всего ничего. А гарантию вашей машины дает на очень долго. Как говорится, береженного Бог бережет. Так, как намазали, убираем наклейку и клеим. Прикладываем рукой, после этого, как сверху, проходим катком. Проходите очень тщательно. Так, полезный совет на сегодня. Когда покупаете машину, и тем более старую, новую, это без разницы, посмотрите, пожалуйста, снизу. Сверху ничего не видно, но, как вы видите, здесь уже ржавчина есть. Так, смотрите, как это все заржавело. На это внимание надо обращать в первую очередь. Сейчас мы как сверху пройдемся, здесь тоже по мазуту. Пытайтесь, когда покупаете машину, смотреть на такие вещи снизу, а не сверху. Так, мы хотели его просто почистить, но видно уже проблема очень серьезная, и здесь оно прям вдоль него, наверное, сюда уже проходит вся эта ржавчина. Так что мы, наверное, остановимся здесь и попытаемся здесь поклеить. И здесь тоже, естественно. Ну, основную проблемные участки мы нашли. Но если здесь заморачиваться, то здесь полностью уходит все. Так что мы, наверное, остановимся и поклеим. Как и в первом, сначала проходим наждачкой и щеткой, потом после этого проходим мазутом. Мазут должен быть немножко с бензином, как уже говорили, чтобы была вязкость.
В общем и целом мы сделали уже. Сделали снизу, сверху. В общем, все нормально. И, ну, прошлись по всем участкам, где было, где начинала, где было уже ржавчина. Мы где-то намазали там мазутом, где-то так поклеили. Надеюсь, это видео вам поможет справиться с этой проблемой. Ну, кому понравилось, поставьте лайк, подписка с вас. В общем, ожидайте следующих видео. Всем добра, мир, до свидания.